Друзья, всем здравствуйте! Это студия позитивного рисования Листик Арт. Сегодня мы поговорим о 1 мая. 1 мая – это один из любимейших праздников в нашей стране. К сожалению, в этом году мы не выйдем на демонстрацию, но дома мы можем сделать также себе весеннее настроение. Для создания весеннего настроения мы с вами сделаем вот такой транспарант. Им вы сможете украсить либо балкон, либо то место, где будете праздновать. Итак, для работы нам потребуется пульверизатор, гуашь, зеленая, красная, синяя и белая. Также простой карандаш и ластик, линейка, кисточка самая широкая, какая у вас есть, листы белой бумаги, можно как из принтера, так и альбомные, баночка с водой, ножницы, степлер, 2 фломастера или маркера, розовый и черный. Также клей-карандаш. Приступаем к нашей работе. Первое, что нам необходимо сделать, это определиться, где именно будут находиться наши буквы. Для начала необходимо сделать линию, которая будет проходить по верху наших букв. Далее я определяюсь шириной букв. У меня это будет 13 сантиметров. Высота букв. Далее я отмечаю по всей протяженности линии 13 сантиметров, чтобы в итоге она у нас была параллельная, вторая линия, которую мы проведем. Затем теперь то же самое сделаем и со вторым словом. Сейчас мы определились с расположением слова на плакате и с высотой букв. Теперь мы определимся с шириной букв. В моем слове 5 букв, поэтому я отвожу на каждую букву ширину 9 сантиметров, а 3 сантиметра на пространство между ними. Это ширина же. Во втором слове 3 буквы и восклицательный знак. Также размечаем их на листе. Мы разметили нашу ширину. Теперь проведем вертикальные линии до верхней направляющей и начинаем прописывать буквы. Верхнее слово расположено так, что вот здесь осталось свободное место. Это сделано специально, а оно нам понадобится после.
Друзья, вот у нас и появилась надпись «Весне, ура!» Куда же без этого маленького слова? Сейчас наша задача стереть все лишние погрешности пластиком. Итак, все направляющие удалены, все погрешности стерты, и сейчас мы приступаем к созданию фона. Перед этим обязательно уберите все катышки от вашего ластика. Для создания фона нам потребуется пульверизатор. Сейчас равномерно покрываем водой наш лист, но не перебарщиваем. Теперь берем зеленую краску, намачиваем хорошенько кисть и начинаем покрывать не очень густым слоем наш лист. Если лист высыхает, обрызгайте его снова. Вот мы и сделали наш зеленый фон. Не смущайтесь, если он неоднородный, это имитация травы. Также наносите краску прямо поверх блюд. Потом мы их перекрасим. Теперь мы делаем небо по такой же методике. Сейчас, чтобы смешать цвет неба, нам потребуется белила и вот такой оттенок синего, больше похожий на бирюзу. Также обрызгиваем. Ну да. Ладно. Акварель, она не такая яркая была, по-моему. Объясню, зачем мы обрызгивали плакат водой. Так как плакат одноразовый, мы бы хотели сэкономить ресурсы. Мне кажется, это желание каждого. Поэтому мы разбавляем краску большим количеством воды. Итак, фон готов. Через краску просвечивают буквы, которые мы после будем обводить краской. Пока бумага сохнет, мы займемся изготовлением декора. А сейчас мы приступаем к изготовлению цветов. Вообще вы можете сделать цветок любой формы, но я предлагаю использовать блюдце и баночку поменьше, для того, чтобы цветок получился у нас ровный. Для начала отмечаем на листе бумаги блюдцем 2 кругляшка. Ничего страшного, если они будут выходить друг на друга. Теперь отмечаем серединку. Баночкой поменьше. Так. Теперь вот здесь также делаем кругляшки. Это будут наши серединки. Намечаем лепестки. Помогает, она как друг и зовет, и ведет, и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Теперь на маленьких кружочках рисуем также лепесточки и серединки, только поменьше.
бросаем. По бульвару мрачно шел прохожий, птицы пели, трели про апрель. Нес прохожий толстый, чернокожий, многоуважаемый портфель. Шел мужчина чинно и солидно, презирая птичий перезвон. По лицу мужчины было видно, что весну не одобряет он, что вся эта весна ни к чему. И песня не нужна. Вы можете эту работу поручить своим детям, но приготовьтесь, что, возможно, ваши цветочки могут получиться не такими, а вот такими. Да, журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает. Итак, друзья, 10 заготовок готовы. Сейчас мы стираем лишние линии, которые были нанесены пластиком. И далее разукрашиваем серединки розовым фломастером. Осеннюю тревогу кричат задорные веселые скворцы, кричат скворцы во все концы. Весна идет, весне дорогу. Сейчас делаем вот эти милые линии на наших лепесточках внутренних. Все вокруг волшебно и чудесно, но прохожий злится и ворчит. Вот ручей журчит, а неизвестно, для чего и почему журчит. Налетел и пробежал по луже. Сейчас загибаем наши лепесточки вот таким образом. Немножко напополам. Ему эта весна ни к чему. И песня И вот так немножко весна никому. А вешняя вода говорит: ерунда. Да, да, да. Мы придали форму серединкам. Теперь придадим форму основному цветку. Закручиваем лепестки. Слепят лучи, Не слишком сильно прижимая. и сердце тает, и Вот так. даже пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, кричат задорные веселые скворцы, кричат скворцы. Вот так. И затем приклеиваем серединку Весна на клей-карандаш. весне дорогу. Отлично, делаем со всеми остальными то же самое. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, кричат Итак, друзья, цветы готовы. А сейчас мы приступаем к нашим буквам. Советую буквы красить розовым цветом, чтобы они совпадали по оттенку с вашими цветами. Если розового нету, смешайте красный, белый и немножко голубого, чтобы он получился вот такой насыщенный. Итак, мы раскрасили буквы, сейчас мы убираем их подсыхать. Если вы можете нарисовать от руки, это отлично. Но если вы не можете нарисовать, то следуйте нашей пошаговой инструкции. Вот этот голубь получился маленький, а нам нужно, чтобы он был размером в 2 раза больше цветка. Для этого, прикинем, наш голубь должен быть размером в весь альбомный лист. В левом нижнем углу нам необходимо сделать овал. Я наметила его границы, он будет вот здесь.
Также вот здесь я наметила хвост. Сделала между ними прямую. Примерно вот здесь будут располагаться наши крылья. Поехали. Делаем овал. Угу. Нет, тогда общее туловище теряю, я лучше так сделаю. Ой, ну такая голова не изящная. Дима. Вот сверху, да? По такой же методике рисуем остальных голубей, но положение крыльев у них будет другое. Птицу с распахнутыми крыльями мы рисуем в центре листа. Начинаем с того, что намечаем крестик. Вот здесь у нас закончится туловище. Вот здесь хвост. Так, рисуем овал. Для третьего голубя нам необходимо овал расположить диагонально. Крылья будут опущены вниз, а хвостик наверх. Верхний круг. Теперь вырезаем.
Выкинуть это. Не надо дальше. Готово. Теперь стираем все лишнее. И после можем приступать к приклеиванию цветов и голубей. Обведем голубей черным контуром, чтобы они были более яркие. Также сделаем глаз. Вы можете это сделать либо краской, либо фломастером. На место наш плакат подсохший, и сейчас мы украсим его веткой яблони. Я предварительно наметила, где у меня будут ветки, и начинаю красить. Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песни деревни села, и любят песни большие города. От песня жизни. Вот видите, наш плакат начинает оживать. И сейчас, пока ветки будут подсыхать, мы наклеим голубей. Советую сначала разложить голубей, чтобы понять, где они будут лучше смотреться. И нигде не пропадет. Достаточно приклеить только середину, а крылья у птиц пусть развиваются. Среди упорной борьбы и труда, ведь мы такими родились. Готово? Вы решили, что цветы одинакового размера будут смотреться аляписто, поэтому мы оставим 3 больших цветка. Вот 3 больших. А остальные будем уменьшать. Также вот положили друг на друга. И начинаем обрезать. А 4 сделаем еще меньше. Готовые цветы разложите по картине и затем наклейте их. По бульвару мрачно шел прохожий, птицы пели, трели про апрель. Нес прохожий толстый, чернокожий, многоуважаемый портфель. Шел мужчина чинно и солидно, презирая птичий перезвон. По лицу мужчины было видно. В завершение, что чтобы придать более весеннее настроение, мы добавим травку и листочки. Весна ни к чему, и песня не нужна никому. И вешняя И обязательно наносите штрихи ерунда. снизу вверх. Да, да, да. Они должны быть ровными. Журчат ручьи,
слепят лучи, и тает лед, и сердце И тает. теперь после травы начинаем рисовать листочки нашей яблони. Березкой Они у снова нас стать небольшие. мечтает. Веселый шмель гудит Красивые. весеннюю тревогу. Кричат Можете делать либо садом толстой, либо тонкой веселые кисточкой, как вам удобнее. скворцы. Кричат Листочки были более скворцы. нежные, Во добавьте все краски концы. больше желтого. Весна идет, И вот, дорогие веселее. друзья, мы наносим последние 2 листочка. Все вокруг волшебно и чудесно, но прохожий злится и ворчит. Вот ручей журчит, а Ну вот и всё. неизвестно, для чего Итак, и наш почему транспарант журчит. готов. Студия позитивного рисования «Листик Арт» и мультимедийный центр «Россия. Моя история» поздравляют вас с 1 мая! Ура!